начинать его. Мы прославим нашего Господа. Поднимайтесь. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за это утро, за милость Твою, благодать нам. Господи, спасибо, что солнце оно светит, что жизнь у нас существует, продолжается, что мы пришли сюда своими ногами. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, Господь, говори к нам, наши сердца, каждому человеку, кто находится здесь. Никто не уйдет равнодушный, Господи. Ты знаешь наши сердца и наши истинные нужды. Каждый, кто в чем нуждается, Господь. Пусть каждый получит ответ на те вопросы, которые есть у него. Господи, мы ищем Тебя, мы ищем Твоего присутствия в нашей жизни. И мы просим Тебя, веди это собрание. Двигайся, как Ты хочешь, и делай. И поступай, как Ты хочешь, Господь. Ты глава этой церкви. Мы посвящаем это собрание Тебе, славим Тебя, поклоняемся Тебе. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Аллилуйя. И прославим.
душа моя, ты водишь водой тихим, в тебе укроюсь я. Ты источник жизни, ты источник света, в тебе мои молитвы, в тебе мои ответы. Ты источник счастья, живая вода.
Господь, что в Тебе все наши источники жизни, источники счастья. В Тебе все наши ответы, к Тебе мы возносим все наши молитвы. Мы так нуждаемся в каждом дне, Иисус, в Тебе, в Твоей близости, Господь, в Твоей поддержке, Иисус, в Твоем прикосновении, Дух Святой. В каждом дне приходи быть с Тобой. Ты нужен мне,
Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог, за то, что Ты создал нас, за то, что Ты благословляешь нас и ведешь нас по жизни, Господи. Прямо сейчас мы приходим к Тебе с упованием и с нашими просьбами и нуждами. И прежде всего мы просим Тебя, Господи, за тех людей, кто болеет, у кого есть какая-то немощь в теле. И мы просим Тебя, Господь, о Твоем исцелении. Господи, мы приносим каждого человека, у которого есть какой-то недуг, и просим во имя Иисуса Христа, пусть будет божественное здоровье прямо сейчас, Господь. Провозглашаем полное исцеление во имя Иисуса в жизнь каждого человека. Аллилуйя, Господи. Господи, мы просим Тебя также за тех людей, у кого есть какие-то разногласия, есть разрушенные отношения. Мы провозглашаем восстановление отношений. Господи, мы провозглашаем мир, который превыше всякого разумения, Господь, в жизнь каждого человека во имя Иисуса, Господи. Благослови их, благослови их. Господь, мы просим Тебя также за всех людей, кто выполняет какое-либо служение в нашей церкви. За каждого человека, который хоть что-то когда-либо делал, Господь. А также для тех, кто еще будет делать, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы ободрение оно было, вдохновение от Тебя, Господи. Потому что все, что мы делаем во славу Твою, Господи. На этой земле мы Твои руки, мы Твои ноги, Господи. Ты действуешь через нас, Господь, через верующих. Мы просим Тебя, Господи, используй нас во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя также за все церкви по Якутии, по Дальнему Востоку, по всей России. Господь, у Тебя одна церковь вселенская, но много поместных общин. У каждой общины свое предназначение, Господи. По всей России, Господь, в воскресное утро собираются люди разного происхождения, разных национальностей, разного социального положения. Они поклоняются Тебе, великому Богу, одному Богу, Господи. Мы просим Тебя, веди каждую церковь, благословляй. Господи, пусть будет единство среди церквей. Пусть все слышат голос Твой. Входят в Твое предназначение, Господи, исполняют волю Твою. Благословляем пасторов, благословляем служителей, благословляем все служения, прославление, Господи. Так чудесно, что по всей стране в воскресное утро люди славят Тебя, великого Бога, Господь. Мы знаем, что мы не одни здесь. Даже в нашем городе так много общин, Господь. Благослови, благослови каждую, Господи. Аллилуйя. Пусть люди, они приходят в церковь Твою. Пусть они спасаются. Пусть они узнают истину, Господь. Что Ты победил смерть. Что Ты победил болезни. И что у Тебя есть решение для людей. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за власти нашего города, нашей республики и нашей страны. Господи, благослови их. Благослови, чтобы у нас были хорошие отношения с властями. Чтобы нам жить и вести жизнь тихую и безмятежную, Господи. Чтобы мы могли служить Тебе. Чтобы не было каких-то преград, Господи. Дай мудрости, как соблюдать всевозможные законы, которые есть, Господь. Потому что мы хотим соблюдать законы нашей страны. Не идти вразрез с ними. И, Господи, мы просим Тебя, дай мудрости тем, кто стоит у власти. Как управлять государством. Как управлять той сферой, которую Ты доверил им, где они находятся. Благослови их, Господи, во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Доброе утро! У нас опять умножение, чудо. Стоишь спиной, потом поворачиваешься. И, с одной стороны, радостно, потому что когда в зале меньше людей, чем на сцене, думаешь, как-то что-то не то, наверное. Не садитесь, давайте возьмем пару минут. Я не знаю, у меня такое прям побуждение на сердце вот сегодня было, начинать собрание в 10:30. И не собрание начинать, а начинать чаепитие, я не знаю, попить кофейку, может быть, позавтракать вместе. Как-то, знаете, чтобы оно... Потому что, когда приходишь, уже собрание оно началось, как-то вот нет такого, знаете, чтобы раскачаться. Мы подумаем над этим. Мне кажется, прям хорошая идея такая.
Когда заведемся в кухне, я думаю, надо прям воплощать это. Можно приходить, завтракать, общаться до собрания. Поэтому сейчас минимум 3 человека. Подойдите и скажите что-нибудь хорошее. Вы же можете сказать что-нибудь хорошее? Как хорошо ты выглядишь. Здоровья тебе. Еще что-то. Чего вы стоите? Идите уже. Давайте превратим это в движение. Продолжаем. Дети, можно вас попросить выйти сюда? Вот перед сценой, аккуратнее только стол. Пожалуйста, не трогаем. Вы знаете, зачем и почему? На каждом собрании мы благословляем детей, подростков. Сегодняшний день не исключение. Да, можно с той стороны встать. Давайте благословим каждого, хорошо? Прям здорово. Я верю, что у нас будет тот день, когда у нас будет выходить вперед, или у нас будет больше людей здесь спереди, чем в зале. Знаете, это было бы замечательно. Хотя они вырастают, и 18 лет наступает, и так далее, но чтобы, знаете, тех, кому до, было больше, чем тех, кому за. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, Господи. Мы благословляем каждого и просим Тебя, Господь, Ты благослови. Пусть Твоя рука будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Девочки, пожалуйста, не разговаривайте. Аллилуйя! Господь, пусть у них будет крепкое здоровье. Господь, пусть будет физическое и духовное здоровье. Господь, дай им людей, которые будут хорошим примером для них, которые будут хорошими учителями, хорошими наставниками. Господи, мы просим Тебя, дай им хороших друзей. Мы верим, что каждый из них, он вырастет в полноценную, целостную личность, Господь. Пусть будет так. Пусть не будет ни в чем недостатков, Господь. Пусть будут совершенны во всем. Во имя Иисуса. Благослови их, Господи. Во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Аминь.
вниз спускаться. И вы видите стол. И сегодня у нас причастие, хлебопреломление. И мы практически не жили никого новых. Вы все знаете, почему мы это делаем. Кто-нибудь не знает? Все знают. Удивительная вещь, что на протяжении всей истории церкви, больше 2000 лет, церковь не переставала никогда этого делать. Никогда. Вы только вдумайтесь. Разные люди, разные времена, разные обстоятельства. Что только не проходило. Но церковь, она всегда это делала. Потому что Иисус Христос, наш Господь, Он сказал нам это делать. Он заповедовал это своим ученикам и сказал, что делайте это в моем воспоминании. И мы часто говорим, какой же смысл в этом? И есть много разных смыслов. Прежде всего, это свидетельство. Свидетельство перед внешним миром, что мы принадлежим Иисусу Христу. Мы уже Его. Вы понимаете? Но есть еще также, я вижу, другая сторона в этом, что мы свидетельствуем самим себе. Часто бывает, что ты увязаешь в каких-то делах житейских, у тебя наваливаются какие-то проблемы, особенно когда в церковь давно не ходил, может быть, не общался ни с кем, и у тебя уже начинают какие-то сомнения и мысли приходить всякие. А может, я все-таки где-то не до конца покаялся, может, я там как-то не до конца спасен, может быть, спасение можно потерять, а может быть, я наделал каких-то вещей, и я не принадлежу Господу. Но радостная весть заключается в том, что Господь, Он знает человеческую натуру, и Он знает, какой ты и я. И Он знает, что человек, он грешный. И всем свойственно ошибаться и падать. И в этом вся суть нашей веры, что мы не заслуживаем спасения. Мы получили спасение не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Он все сделал. И когда ты это делаешь, ты свидетельствуешь об этом. Ты говоришь: Господь, да, я недостоин. Но ты достоин. Ты все сделал. Только вдумайтесь, как круто. Ни в одной религии больше этого нет. Мы не должны этим злоупотреблять. Да? Везде есть здравый смысл. Но ты не можешь заслужить спасение. И когда, если тебя что-то вгоняет в осуждение, есть вот это местописание, мы помним, что если кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе. Вы знаете, что это было в конкретную ситуацию, когда раньше это вечеря, это был полноценный ужин, и все приносили из дома на собрание. И там конкретная ситуация какая была? Принесли, каждый кто что принес, съели, выпили, обожрались, а кто-то остался голодный, и ему даже не досталось. И говорится о том, вы вообще что делаете? В чем смысл? Вы понимаете, да? Но, смотрите, не позволь дьяволу впасть тебе в осуждение. Просто я встречал в своей жизни, когда люди, ты знаешь, что человек, он спасен. Мы стоим на собрании, и человек, он не выходит и говорит: я не готов, меня вот там как-то совесть что-то вот обличает. Если тебя совесть обличает, написано, что покайтесь пред Господом, и Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши. И все, и Он не вспомнит больше об этом. Но есть время, ты можешь покаяться, если тебе что-то приходит. Но это не означает, что ты принимаешь, ешь и пьешь недостойно. Но я вам скажу больше, что дьявол лжец таким образом, когда он тебе говорит, он говорит: то, что сделал Иисус, этого недостаточно. Человек сам не понимает, что он в такую самоправедность впадает. Опять все я, мне, мое, я должен заслужить. Я там недостоин, мне вот нужно там что-то сделать, мне нужно пройти там. Да не надо тебе ничего.
Тем самым, когда ты отказываешься, ты пренебрегаешь жертвой Иисуса Христа. Ты умаляешь ее, и ты говоришь, что, наверное, как-то недостаточно было. Потому что мои грехи, они велики. И Иисуса кровь, она всех омыла, меня не может. Только вдумайся в это, насколько это чушь. Не умаляй Его жертву. Он великий Бог, Он достоин, Он умер за тебя, и Он воскрес. И Он говорит, делайте это в мое воспоминание. Поэтому не позволяй дьяволу украсть у тебя эту идею, саму мысль, что Иисус, Он все совершил, и Он все сделал. Тебе не нужно ничего заслуживать. Совесть обличает, покайся. Но Он достоин. Вы согласны? Давайте мы поднимемся, мы благословим этот хлеб, этот сок, и мы будем принимать причастие. Отец Небесный, Господи, мы благословляем этот хлеб, этот сок, мы освящаем его, мы провозглашаем, что это тело Твое, Иисус, которое было ломимо за нас, и что этот сок — это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Мы принимаем все с благодарностью в сердцах наших. Мы помним о Тебе, Господи. Мы благодарны Тебе за Твою жертву, за то, что Ты омыл нас, спас нас, и что у нас есть надежда. Надежда на вечную жизнь с Тобой. Благодарим Тебя, Иисус. Аминь. И с этой стороны можно приходить. Он за нас
У нас есть также немаловажная часть служения, это десятины и пожертвования. И вы знаете, что я не очень много говорю об этом, ну или, по крайней мере, так не проповедую. И, наверное, уже знаете также, на то есть определенные причины, я уже делился ими. Но это немаловажная часть служения, потому что во всем есть Божий порядок и устройство. И мне часто приходит просто на ум, знаете, часто люди они говорят, что мы же не под законом живем. Мы в Новом Завете. Ребят, мы в Новом Завете живем. Мы не под законом. Иисус нас освободил от закона и от проклятия закона. Но десятина это не закон. Вы знаете, что десятина, она была до Моисея и до закона. Был такой Мелхиседек, таинственный первосвященник, как прообраз Иисуса. И вы помните, что когда... То есть это 14 глава вообще Бытия, можно почитать об этом, если кому интересно. Когда Авраам, он погнался, вы помните, за врагами, которые увели там, скот, людей, все вернул, отбил. Потом он встретил, он отдал. Ну и также еще и чужое взял, пограбил. И потом он 10% он отдал вот этому Мелхиседеку. На самом деле вообще это мудрость Божия во всем. Я вот не знаю, у нас есть предприниматели в церкви, есть люди, которые работают где-то у кого-то, но я думаю, что здесь не нужно быть 7 пядей во лбу. Я просто из своего опыта могу вам сказать, что если ты хочешь, чтобы какая-то работа, она прекратила свое существование, какое-то мероприятие, знаете, что нужно сделать? Лишить финансирования. Убери все деньги, и все само по себе зачеркнет. Потому что у нас за все отвечает серебро. Даже за то, что мы здесь собираемся, светит свет у нас, газ и так далее, за все нужно платить. Но не только это, да? Я когда смотрю на всякие миссионерские поездки, мы давно никуда не ездили, но когда куда-то выезжаешь, если кто-то куда-то выезжал, даже на этих дорогах в Султане, казалось бы, вроде бы это, но у нас куда-то доехать 1000 километров в одну сторону, 1000 в другую. Часто это бездорожье. Бездорожье это означает подготовленные какие-то автомобили. Это куча бензина, это куча каких-то вещей. Кого-то пригласить, куда-то съездить. Если ехать на машине, то это уже, чтобы к следующему Рождеству успеть, можно сейчас выезжать уже. Да? Поэтому нужно летать на самолетах, а самолеты это тоже дорого. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вы все понимаете прекрасно. И я помолюсь за вас. Хорошо? Не вставайте. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо давал, продолжает давать церкви. И прошу Тебя, Господи, благослови их, как я их сейчас благословляю. Господи, пусть ни в чем не будет нужды. В каждой семье, Господь, которая дает. Господи, дай мудрости, как распоряжаться деньгами. Дай мудрости, как распределять просто свои финансы. Дай мудрости быть довольными тем, что имеешь. Господь, не дай тратить деньги впустую. Господь, благослови. Я провозглашаю свободу от долгов в жизни каждого человека. Чтобы не были никому ничего должны, кроме взаимной любви. Как по Писанию. Пусть будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 На прошлом собрании, когда я проповедовал, я произнес такую фразу или пример такой приводил и сказал по поводу того, помните, что плохие вещи, они случаются с хорошими людьми, с верующими,
И, знаете, когда я потом готовился вот на этой неделе, вот к слову, у меня постоянно это возвращалось и возвращалось. И Господь мне просто, я верю, не дал взять какую-то другую тему. И вот сегодняшняя тема, почему плохое случается с хорошими людьми. Что-то подобное я уже говорил, но я верю, что это актуально, и, видимо, Господь это, для кого-то это нужно. Если тебе это не нужно, имей терпение, может быть, соседу тебе не нужно. Но прежде всего, я бы, знаете, вот когда какая-то вещь, она происходит с человеком, казалось бы, смотришь на соседа. Знаете, я сам должен признаться, у меня соседи есть, вот в прямом смысле соседи, рядом живут, и мужчина был, мы здоровались постоянно, потом он куда-то пропал. Он в МВД работал, иногда я его на всякие праздники видел в парадном костюме, в форме полковника милиции, с наградами такой. У него дети маленькие, он в бассейн ходил, на стрельбище там ездил куда-то. Такой весь активный, подвижный был. И тут его все нет и нет. А жена, она не очень разговорчивая. То есть я больше с ним как-то общался, а она все время как потом здрасте скажет и убежит сразу. То есть, не общительная совсем. Вот, и консьержку спрашиваю внизу. Говорю, вы не знаете, что у нас с соседом случилось? Он говорит, полгода как умер. И вот так. Это, наверное, крайний вариант такой, но все равно так смотришь на человека. Люди ходят в церковь, они улыбаются. И потом что-то с кем-то произошло. Вопрос возникает, да? Может ли плохое что-то, не обязательно смерть, но что-то, не знаю, болезнь, машину разбил, что-то с родственниками случилось, еще что-то. Может ли такое плохое произойти в жизни верующего человека, истинно верующего, человека хорошего, Божьего? Может такое быть или нет? Слава Богу за вас. Я вообще у вас церковь. Классно. Но когда люди так отвечают, и вроде бы так, но периодически встречаешься с кем-то, знаете, и вот, может быть, они вслух не говорят, но как-то подспудно такая мысль проскальзывает, что нагрешил, наверное. Господь отвернулся. Господь не любит. Или еще что-то. И откуда это идет? Знаете, потому что неверующие люди в миру, когда что-то происходит с человеком плохое, они что говорят? Не повезло. Да? Или там карма. То есть на YouTube смотришь какие-нибудь ролики, там заглавления бывает такое, мгновенная карма, например, на дороге. То есть что-то сделал плохое кому-то, и тут же тебе это вернулось. Но мы в карму не верим, да? Хотя это не означает того, что так не происходит. Что-то вот. Мы сами многие, пришли из язычества в христианство. И вот это вот мышление переносит. Наверное, да. Знаете, особенно бывает в протестантских церквях такое. Особенно западная церковь, есть такое понятие prosperity gospel. То есть это Евангелие преуспевания. То есть, если Господь тебя любит, Он тебя благословляет во всем. А если у тебя в жизни что-то не так, жизнь не удалась, значит, Господь тебя не любит. И Он тебя не благословляет. То есть вот такое вот мышление. И часто люди, они, может быть, даже вслух это не говорят, но подразумевают. Вот где-то оно такое, знаете, вот у него все хорошо, Господь его любит, Он его благословляет. А если не очень, значит, что-то не то у него. Но давайте мы посмотрим. То есть на первый вопрос мы отвечаем, может ли произойти или не может. Вы сказали, может. Сразу все открыли. Давайте мы посмотрим на книгу Иова, 1 глава, 1 стих. И я просто дальше не буду, мы только 1 стих прочитаем. Вы знаете, что было с Иовом? Человек потерял вообще все. В одночасье. Мы дальше потом коснемся, не сейчас, чуть позже, когда там гонцы приходили, и то есть одна весть за плохой. Скот умер,
там и коровы, и верблюды, и дети все, ветер там, здание упало, ни семьи, ничего. Читаем про него. 1 глава, 1 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Дальше, внимание. «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Это был абсолютно праведный человек пред Богом. То есть, плохое может произойти с хорошим человеком, да? Еще один довод, как бы, да, ну, чтобы вы сами сказали, что может. Я просто подтверждение даю. Еще одно место Писания, просто и мы дальше пойдем. Давайте мы посмотрим 2 Коринфянам, 11 глава. Здесь Павел, он пишет немножко о других вещах, но нам это также ценно. С 23 стиха. «Христовы служители, в безумии, говорю, я больше». Здесь он как бы сравнивает себя. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах». Внимание, это Павел про себя пишет, уже на старости лет. «Был безмерно в ранах, более в темницах», то есть в тюрьмах сидел, «и многократно при смерти был. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Его били палками, да, или плетьми. По 40 ударов, не знаю, ну, что так, очень много. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. То есть это насмерть пытались забить. Понимаете, да? 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, он называет приключения, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Хочется немножко других приключений. Как бы, да? Но суть в чем? Что я пытаюсь здесь донести? Бог всемогущий? Бог всемогущий. Бог все держит под контролем. Если это так, если Он всемогущ, Он все держит под контролем, как Он допустил, чтобы все это, оно происходило с Павлом? Он постоянно был при смерти. То там его били, то там какие-то гонения, то еще что-то. Если посмотреть вообще на всех учеников Христа, один единственный умер своей смертью. Иоанн. Все остальные умерли насильственной смертью, казнили. Кого побили, кого обезглавили. Итак, если Бог, Он все контролирует, если Он всемогущий Бог, Он добрый Бог, Он заботится, это же все истина в Библии. Как Он допустил, чтобы это произошло? И мы подходим ко второму вопросу, то есть первый был. Может ли произойти плохое с хорошим человеком, с Божьим человеком? Да, может. Второй вопрос возникает, который спрашивает так много людей. И в церкви, и за пределами церкви. Вопрос, который возникает периодически, когда ты смотришь на все ужасы, которые происходят в мире. Если Бог, Он все контролирует, и Он всемогущий Бог, почему плохое случается с хорошими людьми, с Божьими людьми? Как такое возможно? В Библии есть хорошая отговорка, знаете, когда к пасторам подходят люди, ну, например, ко мне приходят люди и спрашивают что-то, да, почему, например, что-то так-то и так-то происходит. Иногда я могу дать ответ, но бывают такие случаи, когда, я не знаю, знаете, что я говорю тогда? Я говорю, я не знаю. Бог, Он написал мои пути, не ваши пути. Какой бы ты умный ни был, как бы ты близко не ходил с Богом, да, ты можешь молиться, ты можешь получить ответ. Но есть вещи, которые за пределами человеческого понимания. Но, тем не менее, я накидал, да, вот, например, почему плохое случается с хорошими людьми. Я не знаю всех ответов, может быть, есть еще какие-то доводы. Но я вот привел.
хочу поделиться с вами, почему плохое оно случается с Божьими людьми. И самая первая, знаете, причина, почему это происходит, мы живем в падшем мире. Вы знаете, что Бог, Он создал этот мир совершенным. То, как Он его задумал, как Он его задизайнил, как Он его создал, все было совершенным. Адам и Ева, первые люди, они в прямом смысле жили в раю. То есть сад, где не было забот, не было хлопот, они ходили, имели общение с Богом. Все было замечательно. Вот какой мир создал Бог. Не было никаких проблем, не было греха, не было болезней. Человек был создан на вечное общение с Богом. Что произошло? Люди все поломали. Они все испортили. Вы знаете историю, что Адам и Ева, они ослушались. Они делали то, что им запретил Бог делать. Вот все можно делать. Все, что хочешь. Вот только с этого дерева не ешь. И как только эта фраза была произнесена, сразу было нужно что-то делать. Результат какой этого? Бытие 3 глава, 16-19 стих. Давайте прочитаем. Это уже после того, как все произошло, Бог, Он пришел, Адам от него спрятался, он говорит, ты что прячешься? Он говорит, я только увидел, что я голый. Он говорит, а кто тебе сказал об этом, да? Ну, и так далее, вы знаете. Жене сказал, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Вот за это, смотрите, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во всей твоей жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Бог говорит, что вот из-за вас проклятие на земле. У женщин будут родовые муки. Это не будет безболезненно. Будут страдания, будут болезни. А еще ты умрешь в конце. Вернешься в этот прах, из которого тебя создали. Люди спрашивают, как Бог, Он допускает болезни и страдания в этом мире? Как Бог, Он допускает рак? Как Бог, Он допускает СПИД? У младенцев, которые вообще ничего не сделали. Или еще какие-то там, есть страшные заболевания, там, крови, дистрофия мышечная. Как Бог допускает так, что у людей в старческом возрасте маразм начинается? Почему это происходит? Смотрите, пример такой. Ты пришел куда-нибудь, не знаю, в магазин, купил новый автомобиль. Сел, поехал, и тебе хочется попробовать, как он едет, все здорово. Не рассчитал, не привык, разогнался и въехал впереди стоящий автомобиль и просто все расколотил в хлам. Скажи, ты пойдешь и будешь предъявлять претензии производителю? Ты мне дал поломанный автомобиль. Это не проблема производителя. Ты сломал его, ты его разбил. То же самое с людьми здесь. Бог создал мир без болезней, без греха. И да, не наша эта вина, Адам был за много-много тысяч лет до нас. Но так одним человеком грех вошел в этот мир. Он поломан, люди сломали его. Почему плохое случается с хорошими людьми? Одна из причин, это потому что этот мир, он падший, он поломанный, он не такой, как Бог его создал, как Он его задумал. Он создал совершенный мир.
Но потом это было испорчено человеком, и как результат мы имеем грех, мы имеем болезни и прочие вещи. Вы понимаете, да? Это одна из причин, почему это может происходить. Вторая причина, почему так что-то плохое может происходить с хорошими людьми или с Божьими людьми, это из-за грехов других людей, из-за злого умысла. Да, мы ходим под защитой Божией. Но есть люди, которые умышляют что-то. Есть злодеи, есть террористы. Я вспоминаю Беслан с ужасом. Помните, на 1 сентября? Дети в школе. Почему? Да потому что были злодеи. Из Писания, если привести сегодня, помните место Писания, история про Давида? Человек по сердцу Бога, Божий человек. Идет война. И он видит женщину на крыше, когда прогуливался, и она там где-то, она ванну принимает. Она ему нравится, он узнает, кто такая. Оказывается, жена его друга, можно сказать, и одного из военачальников, который сейчас воюет на фронте. Он зовет ее во дворец, он с ней спит, она беременеет. Приходит ему и говорит, он в ужасе. Что он делает? Он вызывает того воина с поля битвы, думает, что солдат придет домой, с ней переспит, дело шито-крыто, как раз даты совпадут, все нормально. Но что происходит? Он приходит, и он к жене не идет. Там чувство такое у него, что как мои братья там на фронте погибают, а я буду здесь как бы нежиться в постели с женой. И он как бы не идет. То есть у Давида планы воина не срабатывают. Тогда что он делает? Вторая книга Царств, 11 глава, 14-17 стих. Давайте прочитаем. То есть этого мужчину звали Урия. Вы помните, да? То есть, чью жену к себе взял. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение. И отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа из слуг Давидовых. Был убит также и Урия Хатиянин. Дальше 27 стих, 11 глава. Когда кончилось время плача, то есть когда его похоронили, там все это произошло, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Был ли Урия виноват в этом? Вообще никак. Он был праведен, но наоборот, только положительные вещи про него. Он был верный, верен своей присяге, верен своему слову, верен своему царю, служил ему. Что он получил? Плохие вещи иногда случаются, потому что есть люди со злым умыслом. Есть злодеи. И нам нужно также иметь это понимание. Часто верующие такие, знаете, как в розовых очках. Кругом бабочки поют, единороги летают. И все у нас, Господь же меня ведет. Я иногда садился, знаете, садишься за руль, вернее, не за руль, а в машину с кем-то, и водитель, верующий тебя, и просто несется, как сумасшедший куда-то. И ты, не в том смысле, что он быстро едет, просто реально тебе некомфортно. Знаете, когда ты уворачиваешься где-то и ты делаешь, у меня пару раз было такое, делаешь замечание, слушай, может как-то это, да нет, нас Господь ведет, он там ангелов поставил. Круто. У Иисуса такое было, помните, его сатана искушал? Давай прыгай вниз. Написано уже, Бог тебя там схватит, понесет. Но он ему что сказал?
Послушайте Господа Бога своего. Если Бог, Он тебя защищает, и, знаешь, ну это не означает, что ты должен там по ночам ходить куда-нибудь, я не знаю, среди, знаешь, там где-то, например, где-то гулянка-пьянка, и ты такой, туда, мимо буду ходить и смотреть, как Бог меня будет защищать. Ну, мудрость должна быть так же, да? То есть плохие вещи также могут происходить из-за злого умысла других людей. Знаете, пьяные водители, сколько людей у нас погибали по вине того, что человек, он сел за руль пьяным. Тот, кто погиб или получил увечья, есть ли его вина в этом? Также один из доводов, знаете, плохое что-то в жизни верующего человека может произойти, потому что Бог, Он подготавливает и готовит тебя к чему-то большему, к каким-то испытаниям в твоей жизни. И опять же, пример Давида. Вы помните, что в самом начале, когда израильтяне, они стояли, была битва с филистимлянами, и выходил Голиаф, великан, человек, у которого мощь была и сила, и он просто был гигант невероятных размеров, и он выходил, и он говорил гадости про израильский народ, про Бога, вообще про все, и говорил, что кто со мной сразится. И все боялись. И вот этот Давид, пастушок кучерявый, юноша, да, который не был там какого-то атлетического телосложения, выдающегося, он пошел и сразился. Но что происходило? Давайте мы прочитаем, это 1 Царств, 17 глава. «И сказал Давид Саулу», Саул был царь, да, он к нему пришел, «Пусть никто не падает духом из-за него, из-за Голиафа. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой», то есть он про себя говорит, «пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобой». Здесь Давид что говорит? Вот представьте, он рассказывает истории, что когда он пас овец отца, то и медведь нападал, и лев нападал. Вот как вы думаете, когда это происходило, что он думал? Задавался он вопросом: «Господи, почему ты это допускаешь?» Он говорит: «Я бы там бежал, там отнимал, да, и они когда эти бросались на меня, вы только представьте с медведем биться. Или со львом». Я думаю, что у многих могли бы, да, как бы возникнуть вопросы: почему это в моей жизни? Зачем мне такие испытания? Но потом настал тот день, когда он предстал перед этим великаном. Да? И оказалось, что все это была подготовка. Когда люди говорят, что про Давида часто рассказывают вот эту вот историю, что вот юноша, он был такой, у него была вера в Бога, и он пошел, да и аминь. Но эта вера, она на чем была основана? Она была основана на его прошлом опыте. Потому что у него уже был такой опыт в жизни, что были обстоятельства непреодолимой силы, казалось бы. Медведь или лев на него напал. И
И он победил, он порвал их просто, в прямом смысле. И поэтому он говорит, когда он видит этого великана, он говорит, да, было у меня уже такое. И волк, и медведь, и Бог меня избавлял. И поэтому и здесь я верю, что Он также меня избавил. Вы понимаете, что Он не просто так пришел из группы прославления, да, то, что Давид, там, псалмы, там, и так далее, и никогда ничего не делал, ни с кем не бился, и такой, да я его сейчас завалю. Но была подготовка какая-то. Его уверенность, его вера, она была основана на чем-то. Поэтому часто, когда какие-то испытания они у тебя есть, что-то плохое происходит, вполне возможно, Бог он тебя готовит к чему-то. Это не означает, что нужно впадать в уныние. Я думал, все будет хорошо. Тут проблема за проблемой. Но Бог он не оставляет, да? Он проводит. Итак, иногда Бог он допускает чему-то плохому произойти в твоей жизни, потому что Он тебя подготавливает к чему-то. Для каких-то больших задач, больших испытаний в жизни. Потому что этого, если не будет, то потом тебя это просто сломает. Вы понимаете, да? Дальше. Иногда плохие вещи, они происходят в жизни людей, потому что таким образом мы воздаем славу Богу, когда все разруливается и все происходит. И мы говорили здесь про Иова. Давайте мы прочитаем чуть больше про него. Книга Иова, 1 глава, с 8 по 12 стих. Здесь смотрите, внимание. Господь ведет беседу с сатаной, и он хвалится пред ним. Он хвалится Иову. Смотрите. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Ну, простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей. То есть он отдал сатане власть над Иовом. Только на него не простирай руки твои, то есть только его жизни не касайся. И отошел сатана от лица Господня. Часто верующие начинают думать, что мир вращается вокруг нас. Бог создан для того, чтобы меня благословлять. Бог создан для того, чтобы мне все давать. И меня защищать, и так далее. Часто мы верим, что Бог обязан нам, что Он должен нам дать беспроблемную жизнь, беззаботную. Нам нужно отбросить эту идею и понимать, что не Бог создан для нас, но мы созданы для того, чтобы приносить славу Богу. Вы понимаете, иногда что-то плохое происходит в жизни людей для того, чтобы потом все обстоятельства они воздали славу Богу. Это понятно вообще? Вот сейчас пример своего. Только одному. Следующее. Что-то плохое может произойти в жизни человека, верующего человека, богобоязненного человека, для того, чтобы он научился больше доверять Богу. Часто, когда у тебя все хорошо, и везде все нормально, и все у тебя прямо как по маслу идет, человеку свойственно становиться
Сам на себя полагаешься. А все же нормально. Все хорошо. Ты начинаешь верить в то, что да не нужен мне никто. И ничего мне не нужно. Я все сам. Спасибо, не надо. И это происходит до того момента, пока не возникают какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Когда происходит что-то, когда ты понимаешь, что ты не можешь ничего сделать сам. И в такой ситуация тебя просто вынуждает повернуться к Богу и взмолиться к Нему. И говорить: Господи, помоги. И может быть, ты молился такими молитвами и до этого: Господи, помоги мне. Но в такой ситуации ты действительно вкладываешь этот смысл в эти слова. Ты действительно это имеешь в виду. Не просто так там: а Господь благослови, благослови. Сам-то знаешь, что не надо ничего, это нормально будет. Но тут ты прямо искренне молишься. Прям веришь в это. Легко говорить, как Бог, Он велик. Легко говорить о том, что как мы Ему доверяем, мы верим. Но только когда ты вот уперся уже, и ты понимаешь, что вообще ничего тебе не поможет, только Бог, вот тогда ты действительно начинаешь искренне молиться. Следующий пункт. Плохие вещи могут случаться в жизни людей для того, чтобы помочь другим людям рядом. Я просто, знаете, иногда, вспоминаю, я не так много бывал на похоронах верующих людей. Вообще на похоронах я, конечно, бывал. Но когда уже приглашали, знаете, и, чтобы что-то сказать там как-то. И у нас, не совсем принято, какие-то проповеди, может быть, говорить, но что-то обязательно говоришь, чтобы и ободрить людей, и как-то, чтобы показать слово. И вы знаете, я видел, как вот ничто так не открывает сердце человека, как беда какая-то. Вот когда, например, умер близкий человек, и вот сокрушенное сердце, человек, он открыт просто по максимуму. Всякие там, я не знаю, понты, показуха всякая, она проходит. И человек, он открыт максимально. Другая ситуация, как, например, вот здесь, почему, например, что-то может происходить. Вы знаете, я вот могу сказать, что когда человек, он прошел какие-то испытания, он пережил что-то, он, как никто другой, может послужить потом человеку в такой же ситуации. Потому что вот часто ко мне люди приходят, бывает, например, что-то спрашивают, и я не переживал этого, у меня не было этого в жизни. И я понимаю, что я не могу послужить так, как тот человек, который прошел через это, который сам пережил, который испытал. Вы понимаете, да, о чем я? Разные ситуации, не конкретно что-то. Поэтому часто что-то происходит для того, чтобы через это ты мог послужить другим. Чтобы другие люди не могли получить помощь через это. И, наверное, последнее из этого, знаете, плохое происходит, может происходить в жизни верующих для того, чтобы напомнить нам, что мы еще не дома. Помните, у меня недавно проповедь была: не здесь мой дом родной, на этой земле еще не все. Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иисус говорит следующее: «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В смысле умиротворения, спокойствия. В мире, окружающем вас, будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир, тот, который там. В новом переводе прочитаю. «Сказал я вам это, чтобы вы во мне нашли мир для себя. Здесь на земле муки вас ждут, но мужайтесь. Я тот мир победил».
В этом мире, вот здесь, на этой земле, нас ждет скорбь или муки в другом переводе. Еще раз, в этом мире, вот здесь, на земле, из-за того, что этот мир упадший, когда у нас протекает наша жизнь, и мы занимаемся повседневной рутиной, у нас дети, семьи, работа, еще что-то, и так легко забыть, что на этой земле еще не все. Это еще не конец. Прямо сейчас, даже в этот момент, Иисус, Он готовит место для нас. Место для нас. И то место, куда мы пойдем, там не будет страданий, там не будет болезней, не будет слез, не будет разделений. Совсем все по-другому. Я уже не говорю про такие мелочи, как улицы из золота, жемчужные ворота. Но то, что я хочу сказать, мы еще не дома. Не в этом наше предназначение здесь. Это просто такое жалкое начало того, что нас ожидает. Гораздо лучше. И возникает еще один вопрос, третий. То есть мы ответили на два вопроса. Первый. Возможно ли такое вообще? Может быть, если что-то плохое, оно происходит с человеком, который видится хороший, означает ли это, что он грешил или что-то? Ну, сказать, нет, да? Что может происходить с человеком что-то плохое. Почему? Мы ответили, да, вот там 7 причин. Разные. Но есть еще один вопрос возникает. А что же делать? Как человеку реагировать Божьему, который ходит с Богом? Как ему реагировать, когда что-то происходит плохое в его жизни? И самое первое, то, что приходит, не роптать. Что такое ропот? Это когда ты начинаешь обвинять Бога. Господи, где ты был? И у нас есть пример, если посмотреть на израильский народ, и что с ними было, как ропот он загубил многих, когда они начинали таким заниматься. И давайте мы посмотрим вот еще раз на Иова. Книга Иов, 1 глава, 13-22 стих. Здесь вот что с ним, собственно, происходило. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. У них праздник был, банкет какой-то. Все собрались у старшего брата, веселились, ели. И вот приходит вестник к Иову и говорит: валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали сарияне и взяли их. И отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. То есть он приходит и говорит, что там крупнорогатый скот у него, там валы паслись, всех слуг убили, валов всех забрали. Один человек только спасся, прибежал, сказал ему. Еще он говорит, то есть пока он еще говорит, он еще не закончил даже речь свою, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец, и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Дети погибли, скот весь погиб, то есть это все имущество имеется в виду, все его богатство, оно было в этих животных. Дети все умерли. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и наклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, и Господь взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно».
внимание дальше, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Мы говорили о том, что Бог, Он создал этот мир совершенно. Это не Его вина. И из истории Иова мы что? Мы знаем, что Бог, Он не делает так с людьми. Но в этом конкретном случае, когда Он говорил, посмотри, какой человек у меня есть. Богобоязненный все делает. И вот сатана ему говорил, да, потому что ты его во всем благословляешь, руку держишь над ним, и все у него хорошо. Ты попробуй хоть что-нибудь у него забери, посмотрим, как он запоет. Как он тебя благословлять будет. И Бог сказал, хорошо, давай. Смотрите, внимание. Бог этого не делал, но Он допустил. Сатана все делал, да? Но Бог допустил. Но написано, что здесь Иов, он и в этом не согрешил. И мы знаем, что все потом для Иова было, то есть он получил, все восстановилось, и богатство, и семья, и дети, и так далее. Хотя это не унимает вот эту утрату, да? Итак, первое. Не роптать. Второе. Нам нужно доверять Богу. То есть, когда ты попадаешь в такую вот ситуацию, ты не роптать и доверять Ему. Но если Он создал, Он ведет, но Он выведет. Он сказал, что не оставлю и не покину тебя. И давайте мы посмотрим Римлянам 8 глава, 28-32 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Нечего добавить, если внимательно слушали, да? В самом начале, что любящий Бога, призванный по Его изволению, все, вот все, что происходит, все содействует ко благу. Иногда тебе сложно понять, как это может вообще, какое там благо это выльется. Все содействует ко благу. И в конце, если Он своего Сына за нас не пожалел, как Он тебе всего остального не даст? Ты думаешь, Он чего-то пожалеет, что ли? Если Он Сына за тебя отдал. Доверяй Ему. Когда приходят какие-то обстоятельства сложные, возникают какие-то проблемы, прежде всего тебе нужно помнить о том, что да, Бог Он всемогущий, и да, Он держит все под контролем. Ничто не происходит без Его ведома. Доверяешь ли ты Богу? Третья вещь, что мы можем делать, как реагировать. То есть помните, мы сказали первое, не роптать. Да? Второе, доверять Богу. Третье, помнить Божью любовь. Он нас любит. Давайте прочитаем Римлянам 8 глава, 35-39 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя Он расчленяет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Когда тебе плохо, когда у тебя какие-то испытания, помни, что Бог любит тебя так, что ты себе даже представить не можешь как. Его любовь, она превыше всякого понимания. Вы помни, что Он тебя любит. И четвертое, также, что мы можем делать, когда мы проходим испытания.
Смотри вперед. Еще раз. 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Еще раз. Не здесь наш дом родной. Бог приготовил что-то классное. Даже когда ты проходишь что-то, ты должен помнить, это еще не конец. Что-то получше, оно будет еще. Я хотел вас ободрить. Аллилуйя! Да. На самом деле, не все так печально. Но когда Бог за нас, кто против нас? Аминь. Если Бог, Он с нами. Если Бог, Он любит. Вы помните? Но единственное послание, что слава Богу за нашу церковь, что вы так уверенно и отвечали. Нельзя ставить знак равенства, если у человека что-то происходит. Иногда, да, Бог, Он может проводить через какие-то испытания, потому что человек, он там начал на себя полагаться, еще что-то. Но ты не знаешь никогда, кто ты такой, чтобы судить человека и говорить ему, мало молишься, поэтому у тебя там и колесо прокололо, машину поцарапало. Бога не любишь. Нельзя такое говорить. Кто ты такой? А если ты что-то проходишь, не начинайся в себе копаться. Проси Бога, да, Он может что-то показать, Он может обличать. Но уповай на Него, то, что мы говорили, вот это, не ропчи. Помни, что Он не оставит и не покинет. И так далее, и так далее. Аминь. И я бы хотел закончить историей. Я уже приводил ее в пример. Давно уже приводил эту историю в пример, но я думаю, повторение будет течение. Реальная история из жизни. В одной церкви одна очень-очень пожилая женщина, она уже была при смерти. И все понимали, что осталось ей совсем немного. И они позвали пастора, он пришел к ней домой. Не посидели, поговорили. И в скорости, вот буквально там, после того, как он ушел, она умерла. И было прощание было в церкви, и как бы вот стоял гроб, и люди приходили, то есть там была церемония, как обычно, то есть люди что-то говорят. И когда люди проходили мимо гроба, и подходили там, чтобы прощаться, что-то говорить, все в изумлении смотрели, что она лежит, вот руки у нее на груди, и в руках ложка, большая такая. Имеется в виду, обыкновенная ложка большая. И потом, когда пастор он вышел, он говорил речь, какую-то проповедь, и он говорил, что прежде чем сестра умерла, я приходил к ней, мы общались с ней, и вот вы все заметили ложку у нее в руках, и это то, что она мне сказала, чтобы я сделал, чтобы я вложил ее ложку в руку. И потом она меня попросила объяснить, что все это значит. Она говорит, она мне сказала, что она, когда росла, была большая семья, и часто, то есть это было очень давно, раньше, не как сейчас. То есть они собирались за одним столом, многодетная семья, много детей. Мама часто ставила тарелку на стол, одну, и каждый своей ложкой он что-то ел. Иногда она раздавала индивидуальные тарелки, там что-то ели. Но, говорит, очень часто после того, как мы поели, она говорила, так, ложки забрали, оставили ложки, она собирала посуду или забирала эту большую тарелку и говорила, ложки оставьте, потому что будет еще что-то вкусненькое. И потом она приносила там какую-нибудь сладкую запеканку, еще что-то, как десерт, чтобы этой же ложкой можно было поесть. И она говорит, сказала мне вложить эту ложку, чтобы вы все понимали, что будет еще что-то вкусненькое. Будет еще что-то лучше. Это еще не все. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы помолимся коротко. Господь, я прошу Тебя, чтобы было правильное понимание
жизни каждого человека. Господи, прошу Тебя. Я не говорил никому ничего в осуждении. Если я что-то наплел человеческого, пусть упадет и умрет и не принесет никакого плода. Но всякое слово от Тебя, всякая мысль от Тебя, Господи, пусть не вернется тщетным. Пусть принесет плод жизни людей, Господи, хороший, добрый плод. Во имя Иисуса я прошу Тебя. Господь, пусть не будет никакого уныния и осуждения, но будет ободрение во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал? Аминь. Слава Богу. Давайте мы еще Господа прославим тогда. Yeah.
короткое время мы еще не закончили. Я просто хотел сказать пару слов по поводу вот Коврова. Слава Богу за всех. Сменка бахилы. Я просто хочу сказать, что это только на время вот этого безобразия, которое у нас на улице творится. Как чуть-чуть подсохнет, я думаю, мы будем... Желательно, наверное, все равно со Сменкой, там дальше мы решим. Просто сейчас хотя бы самую грязь пройти. Настя так смотрит. Соответственно, грязь несем, сами будем убирать. Да? Никто нам не уберет. Вот. Но смотрите, я знаете, что хотел попросить вас? Когда дети приходят, знаете, вот самое большое зло, это даже не грязь, это жвачка. Потому что, когда втаптывают жвачку, это, я даже не знаю, замораживать надо или как ее отдирать. Поэтому просьба, жвачку детям не давать, если вы приводите детей или там видите. То же самое, сосательные конфеты часто бывают. Я просто уже приходил здесь, в прошлый раз собирал, после прошлого собрания. Они не досасывают, не дожевывают, выплевывают, наступают, это разлетается и так далее. Вот. И еще у нас наша сестра что-то приготовила, я так понимаю. Для меня сюрприз, я сам не в курсе. Вы можете отдать, да? Она сама скажет сейчас. Я сейчас пастор мне замечание сделала. Я говорю, надо заранее предупредить. Ага. А я не предупредила. У меня всегда быстро так получается. Надо детей позвать туда, там служителей туда. Если они хотят посмотреть. Кто-нибудь пригласит, да? Я пока пригласит, я немножко расскажу. Анна Ахматовна нас учила в церкви, как долго говорить, не надо в церкви. На минуту можно было всегда. Дети выходят, садитесь. Это для вас. Фильм сделали, чтобы вы потом показали своим детям. У меня мама есть, ей 89 лет. Она копит фотографии. И такие старинные фотографии, и она уже скоро 89-90 лет. И думаю, и Бог мне говорит, давай это используй для евангелизации своей деревни. Мы молитвенная группа у нас есть. Мы 4 человека молимся. И где по воле Божьей Бог приходит, и мы получаем на молитву ответы. И вот мы 25 апреля прошлого года заказали фотоальбом. Бог откровение дал, надо с церковью альбом иметь. Это мы одна семья. Мы вот одна семья. Семья краеугольный камень. И вот я ждала год, вот как сегодня пастор говорит, я ждала год. И потом думаю, когда время настанет это, и вдруг оно пришло, и двери все открылись. И на той неделе было объявление у нас, день рождения нашего пастора. И вот Бог говорит, давай иди, сейчас уже твое время. Сейчас я тебе все двери открою. И было тяжело, конечно, было много этих преград, было как будто не получится туда. Капец, сервис надо было заказать видеооператора, надо было найти. И все нашлось. Бог все открыл. И я сегодня вам предоставляю от вашего имени нашему пастору поздравить с праздником, и чтобы он там глубокой старости сидел и смотрел в этой фотографии, свидетельство людей, тут жизни идут. Мы с мамой, умудрились, открыли свой блог в своей деревне. И мы каждый день открываем на якутском языке, открываем пожелтевшие фотографии. И моя мама рассказывает. И я в это время Слово Божие сею. И нашлись служителя. Я сею Слово, никто не отзывает иногда. Но я знаю, Бог говорил, сейте Слово Божие. И оно вырастет. И я благодарю за Бога и вот за молодежь. Сейчас можно начинать. Может свет подспить нас. Звук побольше.
можно убрать. Так много фотографий, которые я даже не это. Я так понимаю, это не до конца, но просто еще раз, ребят, вот огромное спасибо. Приятно и здорово. Просто там еще 20 минут. И как бы я просто не хочу вас задерживать. Если вы хотите, можно дальше будет посмотреть и так далее. Но смотрите, мы всегда стараемся начинать вовремя, плюс-минус, и заканчивать вовремя. И чтобы не затягивать. И еще раз, здорово делать классные вещи, здорово делать сюрпризы. Пожалуйста, Бог это Бог порядка.